Обзор главных событий дня вашему вниманию представляет информационная программа «Новости» в студии Насиба Гулямова. Добрый вечер. Сегодня в Министерстве экономического развития прошло заседание совместного руководящего комитета плана совместных действий ЮНДАФ на 2021-2022 годы с участием руководителей министерств и ведомств, представителей агентств Организации Объединенных Наций, членов итоговой группы рамочной программы Организации Объединенных Наций по оказанию содействия в целях развития. В Министерстве экономического развития прошло заседание совместного руководящего комитета плана совместных действий ЮНДАФ на 2021-2022 годы с участием руководителей министерств и ведомств, представителей агентств ООН, членов итоговой группы рамочной программы Организации Объединенных Наций по оказанию содействия в целях развития ЮНДАФ. Сопредседателями заседания стали министр экономического развития и торговли страны Завки-Завкизода и постоянный координатор ООН в Таджикистане Сезин Синаноглу. На мероприятии было отмечено, что лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, в очередном послании Маджлисе Оли всесторонне проанализировал и подчеркнул значительные достижения социально-экономического развития страны, определил приоритетные направления развития отраслей национальной экономики на 2021 год и последующие 7 лет. Бюджет ЮНДАФ на финансирование различных экономических и социальных сфер составляет более 363 миллионов долларов. Агентство ООН, другие партнеры по развитию, неправительственные организации и частный сектор в сотрудничестве с соответствующими государственными учреждениями оказали помощь системе здравоохранения в борьбе с COVID-19, а также часть средств, предоставленных рамочной программой Организации Объединенных Наций, направлена на оказание помощи в целях развития в Таджикистане. Представители партнеров по развитию оценили результативную экономическую и социальную реформу правительства Республики Таджикистан в целях достижения стратегических целей и приоритетов и выразили свою готовность активизировать свою помощь и поддержку в деле обеспечения устойчивого социально-экономического и экологического развития. В завершении заседания совместным руководящим комитетом были приняты соответствующие решения по вопросам повестки дня и выражена готовность к укреплению плодотворного сотрудничества с агентствами ООН. С 1 апреля в Таджикистане начался весенний призыв «Вооруженные силы Таджикистана». Так, во всех городах и районах страны проводятся мероприятия, посвященные призывной кампании, на которых отмечается важность качественного военно-патриотического воспитания, ну и, конечно же, поощрения молодежи, добровольно вступающей в ряды вооруженных сил. Ведь чтобы противостоять внешней угрозе, требуется регулярная армия, вооруженные силы, которые состоят из хорошо обученных профессионалов, добровольно согласившихся служить своему Отечеству. С 1 апреля в Таджикистане начинается весенний призыв «Вооруженные силы Таджикистана». Во время призывного периода, который продлится до 31 мая, в армию будут призываться молодые люди 18-27 лет, не имеющие права на отсрочку или освобождение от призыва на военную службу для прохождения службы в ряды Вооруженных сил Республики Таджикистан, пограничных войск Государственного комитета национальной безопасности Республики Таджикистан, Национальной гвардии Республики Таджикистан и других войск Таджикистана на военную службу. В честь призывников по всей стране проводятся мероприятия, на которых уже отслужившие военные демонстрируют свои навыки и мастерство. Данные мероприятия показывают важность качественного военно-патриотического воспитания и поощрения молодежи, добровольно вступающей в ряды вооруженных сил. Ведь чтобы противостоять этой внешней угрозе, требуется регулярная армия, вооруженные силы, которые состоят из хорошо обученных профессионалов, добровольно согласившихся служить своему Отечеству. Ответственность
Ответственные лица Министерства обороны отмечают, что в последние годы призывники идут служить в армию добровольно и что план призыва в ряды вооруженных сил выполняется досрочно. Гордая и честолюбивая молодежь сельских джамуатов Ворух и Чурков в первый же день выполнила план призыва и тем самым проявила свой патриотизм. Молодежь осознает, что защита Родины, охрана рубежей страны, обеспечение мира и стабильности является предметом гордости и чести. Призывники и новобранцы, выступая на церемонии, еще раз подчеркнули, что готовы охранять рубежи Родины и защищать достижения независимого Таджикистана и всегда готовы выполнять свой гражданский и сыновний долг. Бодрый дух, готовность смелых и отважных юношей к защите любимой Родины придает уверенность, что таджикская молодежь готова обеспечить безопасность нации и государства любой ценой. Также в первый день весеннего призыва в ряды вооруженных сил Республики Таджикистан 8 городов и районов Горно-Бадахшанской автономной области рапортовали о завершении мероприятия. В первый день этой важной политической кампании план призыва в стране выполнен на 18,3%. В том числе выполнение плана в Сагдийской области составило 8,3%. В Хатлунской области 12,5%. Район Нусири-Хусраф рапортовал о выполнении плана. В городах и районах республиканского подчинения план выполнен на 19,6%, в Душанбе на 47%. В Таджикистане в рамках Международного дня детской книги, который отмечается 2 апреля, начал свою работу республиканский фестиваль «Неделя детской и юношеской книги», который продлится до 9 апреля. Открытие фестиваля состоялось в Государственной детской библиотеке имени Мирсаида Миршакара в Душанбе, ну а другие мероприятия проводятся по всей стране. Сегодня в Таджикистане стартовал республиканский фестиваль «Неделя детской и юношеской книги», который продлится до 9 апреля. Открытие фестиваля состоялось в Государственной детской библиотеке имени Мирсаида Миршакара в Душанбе, а другие мероприятия инициированы Министерством культуры и поддерживаемые Министерством образования и науки Республики Таджикистан, Комитетом по телевидению и радио при правительстве Республики Таджикистан, Союзом писателей Таджикистана и местными исполнительными органами государственной власти проходят по всей стране. В рамках фестиваля проводятся встречи юных читателей со знаменитыми поэтами и писателями, презентации книг, конкурсы. Среди детей проводится конкурс художников по тематике «Моя любимая книга». Также планируется проведение акций «Самая продаваемая книга», «Активный читатель», «Самый известный детский писатель», «Самая активная библиотека и юный читатель» и конкурс «Юные чтецы». Таким образом, учредители праздника подчеркивают важную роль детской книги в воспитании и интеллектуальном развитии юных читателей. 2 апреля во многих странах мира празднуется Международный день детской книги. В этот день во многих странах мира проводят неделю детской и юношеской книги, конкурсы, выставки, конференции и фестивали, посвященные лучшим книгам мира, и показывают спектакли по детским книгам. Организаторы обычно стараются сделать программу праздника яркой и запоминающейся. На основании указа президента Республики Таджикистан и с целью реализации 20-летия изучения и развития естественных, точных и математических наук в сфере науки и образования на период с 2020 по 2040 годы и для расширения научного мировоззрения, доступа к технике и технологиям, распространения изобретательства и новаторства, а также выявления новых талантов в этом направлении ежегодно будет проводиться республиканский конкурс «Илм Фурухи Марифат». С 1991 года до сегодняшнего дня в стране созданы и сданы в эксплуатацию 3020 объектов сферы образования на 1 300 000 учащихся. Для повышения и улучшения уровня и качества обучения на всех звеньях образования мы должны создавать все необходимые условия и в этом процессе повышать ответственность родителей, общественности и учителей, отметил лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон в своем послании к Маджлиси Оли. В этом направлении на переднем крае находятся учреждения нового типа периода независимости, президентские школы, лицеи и гимназии, и ежегодно более 97
87% выпускников этих учреждений становятся студентами высших образовательных учреждений в стране и за рубежом. С целью повышения и улучшения качества обучения Министерству образования и науки необходимо широко внедрять инициативы и опыт этих школ во всех образовательных учреждениях страны. Для большего улучшения качества обучения в прошлогоднем послании президента к Маджлиси Оли период с 2020 по 2040 годы был объявлен годами изучения и развития математических, точных и естественных наук в сфере науки и образования. И для реализации этой инициативы правительством страны был принят план мероприятий на 2020-2025 годы. С целью привлечения большего числа подростков и молодежи, ученых, исследователей, наставников и преподавателей к изучению и развитию математических, точных и естественных наук, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, в своем послании к Маджлиси Оли отметил необходимым ежегодное проведение республиканского конкурса под названием «Наука. Светоч просвещения». Радует, что руководство страны непосредственно придает особое внимание развитию точных наук. Поэтому нам это дает новое вдохновение, чтобы творить пути к изучению и развитию науки в нашей любимой стране. Республиканский конкурс «Илм, Фуруг и Марифат» будет проводиться ежегодно по 7 номинациям. И это будет способствовать привлечению молодежи к изучению точных наук. И таким образом повышать интеллектуальные знания нашего населения в области точных наук. Данный конкурс будет проводиться по 7 номинациям. Это физика и астрономия, химия, география, биология, математика, информационные технологии и изобретательство и новаторство. Конкурс будет проводиться в 4 этапах: по регионам, потом городам и областях, а потом городской, а потом республиканского уровня. Данный конкурс будет способствовать развитию и агитации среди молодежи и подростков изучения точных наук. Ну и в завершении выпуска прогноз погоды. По данным таджикских синоптиков, с 4 апреля погода резко изменится. В некоторых районах страны выпадут осадки. С 4 по 5 апреля в некоторых долинных районах страны ожидаются обильные осадки в виде проливных дождей и гроз. В высокогорье выпадет снег. Высока вероятность града. 3-4 апреля в ряде районов прогнозируется шквалистый ветер со скоростью от 15 до 20 метров в секунду, а в районах Сагдийской области скорость ветра достигнет до 21-26 метров в секунду. 2-5 апреля в результате повышения температурного фона и осадков ожидаются сход лавин и камнепадов в горных районах республики, а также сели в долинах и предгорьях. Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне убедительно просит граждан соблюдать меры личной безопасности, воздержаться от походов в горы, выпаса скота, сбора грибов и трав, растущих в горных местностях. При этом особое внимание уделять детям, не оставлять их без присмотра. Комитет не рекомендует гражданам в эти дни находиться вблизи водоемов и рыбачить. В целях предупреждения затопления улиц и домов КЧС также просит население прочистить все арыки и канавы, селесбросы, проходящие рядом с их домами. Уважаемые телезрители, это были все те новости, о которых мы успели вам рассказать к этому часу. Ну а о развитии событий в стране и в мире в 20:30. Будьте здоровы и оставайтесь с нами.